В прямом эфире телеканала «Якутия-24» программа «Итоги дня». Поговорим о главных событиях за сегодня. С вами Василий Радченко, и в этом выпуске. Новый созыв Илтумен приступил к работе. На первом заседании избрали руководство парламента и обговорили первоочередные проекты. Кто возглавил госсобрание и какой взят курс на ближайшие годы. В Нерюнгри завершили первый этап ремонта дороги Невер-Якутск. Помимо восстановления трассы, вдоль нее строят инфраструктурные объекты, чем планируют удивить дорожных путников. Осенняя корзина якутянина. С приходом осени прилавки магазинов и рынков переполнены овощной продукцией. Насколько охотно жители Ленска скупают плодовые. Проблема многодетных мам Якутска – отсутствие документов на жилье. Как так вышло и как можно решить проблему? В Верховном суде в столице прошли пожарные учения. Отработали действия как огнеборцев, так и персонала суда. С какими результатами испытуемые прошли проверку? Шестой созыв Госсобрания Илтумен провел первое пленарное заседание. Обновленный парламент избрал руководящий состав и членов постоянных комитетов. Кто возглавил Госсобрание, расскажет Саргалана Захарова. Первый день пленарного заседания Госсобрания Илтумен завершился. Я напомню, что это было первое совещание в новом составе. В этом году созыв шестой по счету. Судьбоносными стали выборы председателя парламента и его заместителей. На этот пост была выдвинута всего одна кандидатура – Петра Гоголева, декану юридического факультета Северо-Восточного федерального университета. Стоит отметить, что это его первое избрание на пост народного депутата. Мы более шире будем привлекать граждан к участию в законотворческом процессе. Более того, на сайте парламента мы будем реализовывать проект, который будет аналогом единого окна. То есть активные граждане могут всегда направлять свои предложения по проектам законов Республики Саха-Якутия, находящихся в производстве парламента. Состав собрания значительно изменился. Среди членов парламента немало юристов, в том числе и сам спикер. Да и в целом в депутатском корпусе появилось много перспективных кадров. Самому молодому депутату 25 лет. Я учился сперва в городе Якутске, получается техникум, юридический факультет закончил. Потом я на данный момент заканчиваю Московский государственный университет. Я буду помогать студентам после окончания университета в трудоустройстве, допустим, в первую очередь, потом молодым специалистам по поводу проживания и молодых семей. По итогам выборов мандаты распределились следующим образом. 43 у «Единой России», 10 у коммунистов, 9 кресел занимает «Справедливая Россия», 4 либерал-демократы и по одному месту у «Гражданской платформы» и самовыдвиженцев. Новый состав депутатов готов к работе. Большое внимание они в своей работе собираются уделить аграрному сектору и социальным вопросам. Я как аграрник и представитель аграрного вуза, конечно, буду обращать внимание на развитие аграрного сектора, улучшение качества образования, чтобы молодежь трудоустроился, чтобы качество образования было лучше, ну и в целом, чтобы у нас бюджет был сильный. Пленарное заседание шестого созыва Госсобрания Илтумен продолжится в среду. В первый день они успели рассмотреть 3 проекта закона, касающихся льгот и социальных выплат ветеранам труда и тыла, а также налогообложения людей пенсионного возраста. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Илья Сыромятников, Якутск. А Госдума России сегодня в третьем окончательном чтении приняла президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве гражданам предпенсионного возраста. Законопроект предусматривает уголовное наказание за отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Это будет караться штрафом до 200 тысяч рублей или обязательными работами до 360 часов. Под предпенсионным возрастом понимается период до 5 лет перед выходом на пенсию. В пояснительной записке к документу говорится, что он направлен на достижение целевых показателей стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, в том числе ее сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости.
Тем временем вопросы развития транспортно-логистического узла Нижний Бестях рассмотрели на совещании у исполняющего обязанности председателя правительства республики Владимира Солодова. Так, Министерству транспорта Якутии дано задание координировать работу по завершению строительства и ввода в эксплуатацию пускового комплекса Томот-Якутск, а также строительство грузового терминала и причала речного порта Якутск в Нижнем Бестяхе. Министерству архитектуры и строительного комплекса произвести неотложные работы по укреплению береговой полосы на реке Лена в районе федеральной трассы автодороги Колыма. А акционерной компании «Железные дороги Якутии» до конца года обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию пускового комплекса Томот-Якутск. В Нерюнгринском районе на днях завершился первый этап ремонта участков автомобильной дороги А-360 Невер-Якутск, связывающих населенные пункты. Всего за 3 последних года отремонтировано и введено в эксплуатацию 95 километров дороги. Вместе с улучшением качества покрытия федеральная трасса Лена обрастает инфраструктурой. Так, на отрезке между поселком Биркакит и городом Нерюнгри строится придорожный многофункциональный комплекс. На новом объекте побывал Сергей Козюра. Идея сделать придорожный многофункциональный комплекс родилась у нерюнгринского предпринимателя Владимира Гончарова 4 года назад. Любитель путешествий, он давно заметил, что в целом по стране дорожный сервис развит слабо. Взяли клочок земли, потом начали расширяться, и по мере того, как путешествуем, ездим, наблюдаем, смотрим и выбираем самое лучшее от всего, что есть, существует, как за рубежом, так и в России. В планах у создателя уникального в Якутии многофункционального комплекса строительство комфортабельной гостиницы, кафе, АЗС современного типа, магазина автозапчастей, большой стоянки и теплого гаража, а также автомойки. Не будут обделены вниманием и путешественники на мотоциклах. Специально для них здесь запланирован байк-пост. А самым интересным местом для всех посетителей станет смотровая площадка, которая расположится на 10-метровой высоте. Планируем запустить в июле следующего года и внедрить максимум новейших технологий. Очень много будет интересных моментов, которых нет в Якутии. Поэтому я думаю, что очень интересно будет нашему населению города и проезжающим гостям все это увидеть. Сказано, сделано. На сегодня здание гостиницы уже построено, ведутся внутренние работы. Место строительства выбрано не случайно. Во-первых, это участок федеральной автотрассы между поселком Биркакит и городом Нерюнгри, что, несомненно, будет очень удобно для дальнобойщиков, но не только для них. Близость комплекса от города предполагает возможность организации в нем активного семейного отдыха. К тому же здесь запланировано строительство парка. Уже сейчас нерюнгринцы приезжают сюда целыми семьями, чтобы полюбоваться на световой фонтан. Если бы на каждом было вот такое, представляете, какой бы это эффект классный. Тем более среди вот этой вот дороги такой, да, это вообще обалдеть. Нам очень нравится. Здорово. Вот папа с ребенком. Ну что, как вам? Красиво, Миш? Да. Да. Очень классно. Я думаю, будут все сюда приезжать, влюбленные, там семьи, интересно. Говорят, будет прям что-то нечто. Для предпринимателя Владимира Гончарова строительство придорожного комплекса – это скорее социальный, чем коммерческий проект. Имидж Якутии, Южной Якутии, ворота в Якутию, чтобы люди приезжали и ощущали себя как дома. Чувствовали гостеприимность жителей нашей республики. Нерюнгринцы рады, что в столице Южной Якутии появится новое, достойное место для отдыха и объект, куда наверняка будут приезжать туристы. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, Нерюнгри. В Ленске с сегодняшнего дня до 1 октября на участке улицы Объездная, а именно от улицы Нюйская до административного здания Ленское лесничество, частично перекрыто движение. Это связано с производством дорожных работ по ремонту асфальтно-бетонного покрытия. Государственная инспекция безопасности просит участников дорожного движения не создавать помех на дороге, быть внимательными. На данном участке установлены ограждающие дорожные конусы и временные дорожные знаки.
Касается всех, касается каждого. Под таким названием в октябре в России пройдет пробная перепись населения. Это ключевой этап подготовки к всероссийской переписи 2020 года. Впервые перепись пройдет с применением цифровых технологий. С 1 по 10 октября все граждане смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на едином портале госуслуг. А с 16 по 27 октября этого года состоится второй этап. Он охватит 9 субъектов страны в 10 муниципальных образованиях. В Якутии он пройдет в Хангаласском районе. На сегодня в регионе проживает 964 тысячи человек. В Хангаласском районе, по данным на 2010 год, чуть более 32 тысяч якутян. К проведению пробной переписи на территории Республики Саха-Якутия мы уже готовы. Подготовленные специалисты, подготовлены контролеры, обучаются переписчики, заключены договора с этими категориями работников, подобраны помещения для размещения этих работников, уже получен и рассылается по местам переписной материал. Предусмотрена, работа открытия стационарных участков, подготовлены карты для работы переписчиков, подготовлены списки, так называемые маршрутные листы, по которым переписчики в период проведения переписи пойдут по адресам. В осенний период после уборки урожая велико предложение на свежие овощи, но многие ведут свое подсобное хозяйство. Какова ситуация на рынке овощей в Ленске, расскажет Анна Кожевникова. Холоден сентябрь да сыт. Осень – пора урожая и заготовок к зиме. Как отмечают ленские предприниматели, осенью заметно меняется спрос на товары и увеличивается потребительский рынок. В магазины возвращаются отпускники, дачники и огородники. Люди идут за колбасами, рыбой, мясом птицы. Увеличивается спрос на овощи по сравнению с летним периодом, отметила индивидуальный предприниматель Марина Розанова. Но такие овощи, как картофель, огурцы и помидоры, на прилавках магазинов в сентябре мало популярны. Не знаю, там картошку, мясо, огурцы, помидоры, морковку. Делаете заготовки? Да, делаем заготовки на зиму. Я вообще ничего не покупаю, у меня все свое. Все свое? Все свое. Сами выращиваете? Сами выращиваю все. У меня дача, у меня и огурцы, и помидоры, и все. Дальше. Ну, естественно, осенью я даю предпочтение. Это необходимо заготавливать картофель, капусту, морковь, чтобы в течение зимы делать салатики, разные блюда и так далее и тому подобное. А где приобретаете? Частные подворья? Предпочитаю, да, приобретать большей частью это по объявлениям, которые вот люди дают. Иногда покупаем огурцы и помидоры, а так все свое на огороде. Там перцы, то же самое помидоры, огурцы, капуста, картошка, морковка, свекла. Делаете какие-то заготовки на зиму? Да, делаем заготовки на зиму. Если же вы не огородник и не любитель совершать покупки по частным объявлениям, то можно за овощами отправиться на рынок или к бабушкам, продающим собственно выращенную продукцию на улицах города Ленска. Тут найдется все необходимое для заготовок на зиму. Но сейчас, в настоящее время, он хорошо покупает огурцы, помидоры на заготовку, капусту покупает, картофель покупает, морковь покупает. Все имею в виду, что частное покупают в основном, не привозное. Ну, конечно, желательно бы, что ли, как можно было нашей местной продукции. Именно для торговли местной сельскохозяйственной продукции выделяются места на центральном рынке. Пока они пустуют. Но традиционно после осенней ярмарки сельхозпроизводители остаются на рынке, радуя горожан многообразием сельского урожая. Огурцы, помидоры, капуста, картофель. Так выглядит осенняя продуктовая корзина среднестатистического ленчанина. А предпочтение горожане отдают местной продукции из частных подворьев. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Героини нашего следующего сюжета – многодетные мамы. У них есть жилье, но документов на квартиру нет. Как так вышло и как решить проблему, разбиралась наш корреспондент Анастасия Кобызева. Многодетная мама Анна Осекритова ютится в маленькой однокомнатной квартирке с 4 детьми. Она досталась еще ее матери в 2005 году при поступлении на работу в Сайсарское ЖКХ. В то время квартира была заброшена. Семья своими силами сделала ремонт. Вставили окна, двери, застелили полы. Мать Анны Осекритовой умерла 3 года назад. Еще при жизни женщина пыталась оформить документы на квартиру, но так и не смогла. У нее документы были в это выделении, да, а вот эти документы она сдала вот какому-то депутату, я вот точно имени, вот, к сожалению, не знаю, вот, и вот так вот документы на квартиру затерялись. Вообще сейчас никаких документов нету.
За эту квартиру Анна сама начала бороться в 2016 году. Подала иск в городской суд, но там доказать своих прав на эту квартиру не смогла. Решение неутешительное – отказать в заключении договора социального найма. А потом я подала апелляцию в Верховный суд РЦЯ, а потом я подавала еще жалобы в Российский суд Верховный, в РФ писала жалобу, но тоже также оставили без изменений. В департаменте жилищных отношений разводят руками. Многодетной маме там не раз говорили, оформить договор соцнайма невозможно по двум причинам. Ну, первое, это то, что дом признан аварийным, непригодным для проживания, то есть здесь в силу действующего законодательства мы не имеем права такие квартиры распределять и заселять, ну и оформлять соответственно. А второе, есть решения суда, которые уже устоялись, вступили в законную силу, которые приняты не в пользу Секретовой. В департаменте Анне предложили комнату в общежитии. Женщина согласилась. Боится, что зимой может остаться с детьми на улице. А в Налонгиново мы это служим, да, буквально, где-то, наверное, до 10 сентября, может быть, чуть позднее там работа закончится. Она свое согласие выразила. Но вопрос повис в воздухе. Уже конец сентября. Срок заселения перенесли. В департаменте заверили, работы завершатся в конце этой недели. Я же вот за эту квартиру держусь, потому что мы же, маме же выделили то, что вот, поэтому я за эту квартиру. Таких коллизий в столице немало. Похожая ситуация произошла и у Татьяны. Ее мать проживала в комнате в общежитии с 1999 года и также не оформила права на комнату. И снова после смерти матери дочь столкнулась с рядом проблем. Результат обращения в департамент жилищных отношений оказался для нее шокирующим. Не дождалась ответа, и ко мне приехали из ДЖО, с департамента, и запечатали мою квартиру, комнату. Они сказали, что я не имею права тут жить, у вас никаких оснований нету, документов нету. Я предоставила все документы, которые мама тут жила, она платила за коммунальное, за свет, все платила. Они сказали, это все понятно, ничего это не поможет. По закону оплата коммунальных услуг не может быть расценена как обстоятельство правомерности проживания в спорном жилом помещении. Сейчас тишина, я не знаю, куда деть. С 2 детьми в преддверии скоро зима, я не знаю, куда идти, у меня родственников нету. Я с мужем давным-давно расстались, муж мне не помогает. Русский писатель Михаил Булгаков жилищный кризис называл безобразием. Тогда он думал, что это временная проблема, но он глубоко ошибался. И сегодня в 21 веке жилищный вопрос остается проблемой номер 1. Таких проблем, как у героев нашего сюжета, в Якутске немало. И как будет этот решаться вопрос, похоже, не знает никто. Анастасия Кобызева, Павел Пахомов, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Сейчас короткая реклама, после чего обсудим следующие темы. Возможность поменять профессию и найти новую работу. Центр занятости Якутска проводит курсы по переквалификации якутян. Волонтеры в медицине в Алдане реализуют проект, который должен вызвать интерес у молодежи к профессии медработника. В Верховном суде в столице прошли пожарные учения, отработали действия как огнеборцев, так и персонала суда. С какими результатами испытуемые прошли проверку. Это программа «Итоги дня», и мы продолжаем. Возможность поменять профессию и найти новую работу появилась у уже занятых горожан. Центр занятости Якутска почти каждый месяц проводит курсы переквалификации для безработных якутян. Представлено более 10 специальностей. Сегодня около 1500 человек состоят на учете по поиску работы. Какие специальности пользуются спросом среди населения, в материале Дмитрия Тымырова. Дмитрий по образованию менеджер по туризму. Устав от офисной жизни, решил круто изменить свою профессию. Обратился за помощью в Центр занятости. Здесь Дмитрий выбрал курс водителя большегруза. Я считаю, что это очень увлекательная профессия, очень интересная, мужская профессия. Мне вот с детства просто интересуют именно большегрузные автомобили.
Данные курсы реализуются в рамках проекта «Местные кадры в промышленность». Программа действует с прошлого года. Профессии промышленных компаний тут представлены в широком спектре. Наш центр дополнительного профессионального образования «Профресурс» осуществляет профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по рабочим профессиям, такие как машинист бульдозера, машинист экскаватора, водитель автосмосвалов БелАЗ, водитель погрузчика, ну и другие профессии. Эти профессии, они востребованы в основном в промышленных предприятиях, которые осуществляют добычу полезных ископаемых, а также в строительстве автодорог, строительстве зданий, сооружений, в жилищно-коммунальном хозяйстве и других сферах экономики. Курсы краткосрочные. Как отметили в Центре занятости города Якутска, к ним обращаются безработные граждане не только из столицы, но и районов республики. Мы обучаем безработных граждан. Это, конечно, те граждане, которые прописаны в городе Якутске. Да? В программе «Местные кадры в промышленность», согласно постановлению правительства, в данной программе могут принять участие граждане Республики Саха-Якутия, проживающие на территории города Якутска. Те жители столицы, у кого нет прописки в Якутске, также могут пройти курсы, причем совершенно бесплатно. После прохождения их всем нуждающимся находят места для практики и трудоустройства. Вот граждане, которые направляются нами на обучение, они бесплатно проходят медицинское освидетельствование до начала обучения, и им оказывается финансовая поддержка в части проезда и проживания. После теоретического обучения они должны пройти производственную практику. Да? Принимают на работу, на практику с последующим трудоустройством наших студентов. Это акционерная компания «Алмазы Набара», акционерная компания «Селигдар Золото», ГОК и Наглинский, акционерное общество «Саха-Транснефтегаз», дорожные компании Якутии, это АМГА, Автодор, Вилюйдорстрой, Якутдорстрой, ну и многие другие компании. Всего на сегодня такими курсами за этот год воспользовались более 100 человек. Как отметили в Центре занятости населения Якутска, потребность в рабочей силе на сегодня составляет более 5000 человек, в том числе по рабочим профессиям более 3000. Дмитрий Тымыров, Григорий Охлопков, Якутск. Волонтеры в медицине – так называется проект, который в ближайшее время будет реализован в Алдане. Он нацелен на популяризацию профессии медицинского работника и охватит школьников среднего и старшего звена. Татьяна Вахнина с подробностями. Каковы основы гигиены и что такое валеология? Школьники, мечтающие связать свое будущее с медициной, смогут ознакомиться с профессией глубоко и полно. Благодаря участию в проекте, разработанном руководством Алданской ЦРБ совместно с преподавателями медколледжа. Профессионально ориентированный проект будет реализован в школах в новом учебном году. С этого года у нас запускается проект по профориентации школьников именно в медицину. И данный проект является, насколько я знаю, уникальным проектом. Мы являемся первыми, кто запускает такой проект. Называется она «Путевка в медицину». И активно начинаем работать уже с октября месяца. Заинтересованных школьников выявляем и создаем школьные отряды волонтеров-медиков. Волонтеры в медицине – первый в Якутии проект по профориентации школьников и популяризации профессии медика. Ребят, а участвовать в проекте смогут ученики с 6 по 11 классы. Ожидают экскурсии по лечебным учреждениям, беседы и даже практические занятия. Ступенчатая система профориентации школьников. Первое – это мы выявляем школьников заинтересованных, создаем отряды волонтеров-медиков. Второе – они проходят интерактивный обучающий модуль. После этого у нас уже работа в медицинской организации. Это экскурсии, помогать персоналу они будут. Кадровый вопрос в медицине стоит остро. Алданская ЦРБ укомплектована врачами на 65%. Ситуация изменилась в лучшую сторону за последние 1,5 года. Работать в Алдан приехали 16 врачей. Полностью укомплектованы педиатрическая и психиатрическая службы. Начался прием некоторых узких специалистов. Между тем, по-прежнему не хватает участковых терапевтов, невропатологов и кардиологов. Ставки среднего медперсонала заняты лишь на 80%. В медицину, я думаю, что люди все-таки идут по призванию, поэтому мы знаем, что самое главное – это жизнь и здоровье человека, поэтому, естественно, милосердие, понимание, сочувствие, доброта, в любую минуту прийти на помощь – это самое главное. Масштабная работа по комплектованию медицинских учреждений Алданского района специалистами началась пару лет назад. Профессионально ориентированный проект «Волонтеры в медицине» реализуется в рамках решения кадрового вопроса. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан.
Молодежь Якутии на строительстве БАМа. В Якутске состоялась презентация книги, посвященной столетию комсомола. Мероприятие посетил и наш корреспондент Юрий Осипов. В 1977 году Анастасия приехала на строительство Малого БАМа. Юная Настя отправилась на стройку сразу после завершения института. Как и многие комсомольцы, она считала это своим долгом. Строили поселок Беркакит. Сейчас они ворота Якутии, железнодорожные ворота Якутии. Ну, основную, конечно, ветку, которую вот рельсы вели якутский комсомолец. Они прямо с границы вели до нас. Еще они работали на Беленькой, а мы работали уже на обустройстве станций, поэтому мы строили, наши ребята строили и в Тынде, и на Беленькой станции, и на Золотинке ходили, ну и по всему абсолютно. Ну, сегодня вы еще увидите там воспоминания ребят, и, конечно, встречи с молодостью всегда хорошо. Авторы книги – выходцы из первого комсомольского отряда Федор Яковлев и Владимир Картавин. В эту книгу помимо их вошли воспоминания и других бойцов отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Якутии». Использовались их личные архивы. Книга должна была создаться еще в 2016 году. В комиссии по проведению приезда первого поезда в Якутию самая тоже интересная история получилась. Не создали эту книгу, но в 2016 году, в 2017 году мы с Федей Яковлевым более плотно занялись этим и это создали. По словам авторов книги, они выпустили ее, чтобы сохранить историю подвига якутских комсомольцев, строителей БАМа, что называется, от первого лица. Книгу можно условно разделить на две части – об отряде «Якутский комсомолец» и отряде «Юность Якутии». В ней собраны воспоминания тех самых бойцов, которые строили БАМ. Отдать дань уважения строителям БАМа пришли и юные стройотрядовцы, те, кто сегодня несет знамя студенческих отрядов. Эта книга остается навечно, и мы будем знать, кто строил БАМ, в каком курсе, какие люди, как они жили, как они молоды были. Но я уважаю их. И у нас проходит встреча ветеранов каждый год в феврале месяце. И мы их зовем и вспоминаем те былые времена, которые были, кто что строил, кто что делал, кто как жил, кто с кем дружил и так далее. Вот, не знаю, это какое-то, такое теплое воспоминание на сердце становится, что аж гордимся ими. Мы не сомневаемся, что цель авторов книги «Молодежь Якутии» на строительстве БАМа будет достигнута. Ведь Байкало-Амурская магистраль является одной из крайне значительных страниц в истории Якутии. Юрий Осипов, Джулустан Иннокентьев, Якутск. На базе Мирнинского комбината прошел необычный тренинг для уполномоченных по охране труда. Первую обучающую игру организовал профсоюз «Профалмаз». В течение 2,5 часов участники квеста безопасности демонстрировали свои знания, умения и навыки. За игрой команд следила Анна Винокурова. Перемотать ногу, чтобы она была неподвижна и чтобы никаких повреждений, зафиксировать ее. Показать способы оказания первой помощи при различных видах травм, какой тип огнетушителя выбрать для конкретного вида возгорания и как спасти пострадавшего, попавшего под электрическое напряжение. Организаторы первого квеста безопасности сделали задания такими, чтобы участники показали практические навыки. Мы подумали, что необходимо ввести для наших работников более практические методы обучения наших работников. Одним из практических методов это в настоящее время модное слово – это квест. Квест безопасности включал в себя 5 станций. Команды двигались по строго назначенному маршруту. Для выражения своих мыслей по безопасному устранению чрезвычайных ситуаций на всех этапах каждый участник комментировал все свои действия инструкторам. Одену сапоги, перчатки, выберу предмет сухой, допустим, деревянный сухой предмет, который использую, как штангу, в общем, диэлектрическую буду использовать. Одним из самых сложных станций квеста была игра по выбору средств индивидуальной защиты. Участники выбирали рабочий комплект спецодежды для 3 профессий. Есть у нас разные цеха, которые, например, не знают
как одеваются шахтеры, например, не знают, какая спецодежда для них подходит, поэтому трудности, конечно, есть. Но вот они как являются уполномоченными по охране труда, и поэтому должны знать нормы, правила, касаемо не только спецодежды, но и вообще по охране труда. Задача квеста по внедрению практических методов еще не закончена. Сейчас в Алроса планируется ряд обучающих тренингов для работников структурных и дочерних подразделений алмазной компании в Мирном. Квест безопасности запустят и на Удачнинской и Айхальской площадках. Анна Винокурова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». В столице региона в здании Верховного суда Якутский пожарно-спасательный гарнизон провел тактические учения. В них задействовали 16 единиц техники и 54 человека личного состава. Отработали действия персонала суда, а также действия самого гарнизона по эвакуации людей и тушению возгорания. Как показали себя испытуемые и какую присудили оценку по итогам учений, в сюжете Александра Зубехина. В учениях по повышенному рангу пожара задействованы 16 единиц различной техники и 54 человека личного состава. Систему оповещения о пожаре персонал суда включил вовремя. 3 минуты ушло у людей, чтобы покинуть условно горящее здание. Сотрудники суда успешно эвакуировались, уложились в положенное время. И нарушений не допущено. Нужно делать все быстро, на время, соединить рукава в единую конструкцию и протянуть в зону пожара на 4-м этаже. С их помощью условную воду подавали в зону, охваченную условным огнем. Стволы, которыми мы пользуемся, то есть реально тушат определенную площадь, и на определенное время был расчет, что они потушат в это время. Личный состав гарнизона поставленной задачей справился. Условный пожар был ликвидирован, оценка удовлетворительна. Подобные учения проводят, чтобы отработать тактику тушения пожаров. Они помогают выявить все ошибки, ведь самое главное – не повторять их во время настоящего возгорания. Александр Зубехин, Илья Сыромятников, Григорий Хлопков, Якутск. Основной дублирующие экипажи следующей экспедиции на Международную космическую станцию отправились на Байконур. В состав основного входят космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейк. Дублирующего россиянин Олег Кононенко и канадец Давид Сен-Жак. Среди провожающих руководство и сотрудники Центра подготовки космонавтов, представители всех космических агентств, друзья, их семьи, а также космонавты и астронавты, которые еще только готовятся к своим первым полетам. Экипаж отправится на МКС 11 октября. В космосе ему предстоит работать по широкой программе экспериментов. Прежде всего, это будет апробация оборудования сделанного, и будет апробация прежде всего того, что это будет проверка то, как это оборудование будет работать в космосе. Ну и плюс апробации, то есть мы уже начинаем делать этот эксперимент. У нас будет 2 серии этого эксперимента. Ученые надеются, что результаты, которые мы получим в космосе, будут гораздо интереснее и лучше, чем то, что делается на Земле. А после состоялись трогательные проводы. Счастливо! На этом наша программа подошла к концу. Мы будем и дальше держать вас в курсе событий. Спасибо за внимание и всего вам доброго.